Я до 6 лет не мог сам поднимать ложку, мне было трудно. Я перенес 6 операций. Что бывает легко и незначительно для простого человека, дается большим трудом для людей с артеросклерозом. Я до 6 лет не мог сам поднимать ложку, мне было трудно. Я перенес 6 операций. Где-то в 12 лет я только научился уже переодеваться сам. Для меня достижение было снять и надеть майку. В какой-то момент я научился выходить за пределы своего тела и смотреть, ага, вот мое тело, что я могу с ним сделать, как я могу улучшить свои физические способности, полюбить себя и уважать себя, и любить свое тело. Не смог ложку поднять, как ты можешь это сделать иначе? Получилось так, давай попробуем по-другому. Чего обижаться? Да, смысла от этого нет. Можешь закрыться в комнате, что дальше? Ничего. А можешь просто локоть положить на стол и облокотиться на тарелку и кушать. И все, здесь ничего сложного. Обижаться не стоит, нужно принять и работать над собой. Я учусь в МГУ на 4-м курсе, факультет прикладной математики и информатики. Программированием я еще начал заниматься в турецком лицее, когда к нам пришел учитель и начал преподавать веб-программирование и 3D-моделирование. В Алифе я уже работаю 2 года, в команде нас 4 программистов. Я в роли тимлида команды, и мы сейчас разрабатываем приложение корпоративное для автоматизации процессов отдела кадров. Я знаю Маруфа уже почти 3 года, и за все это время очень сильно восхищаюсь его способностью успевать все. Я его знаю как хорошего тимлида, отличника в вузе, волонтера, спортсмена и активиста. Я занимаюсь спортом профессионально полгода. До этого занимался, но особо не уделял это внимания, так как считал, что я не могу достичь каких-то успехов в этой сфере. Глубоко ошибался. Я хожу на плавание, тренер меня обучает стилю брас, и я хожу в зал. Тоже с тренером, к которому, когда я первый раз подошел, сказал, вот я хочу заниматься у вас, тренироваться. Он сказал, ну давай, посмотрим, что можно сделать. И он говорит, нужно терпение, время, и все получится.